Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке, а также принимаемых мерах в регионе на сегодняшний день. Берите у него, что там сделано. Ну или сегодня после главы. Я слушаю, я тебя не слышу. Он не готов сегодня, да? Все, можно уже? Ольга Валерьевна, о текущей ситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной и находится под вниманием органов государственной власти, органов местного самоуправления республики. На 14 декабря 2020 года выявлено 202 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске при этом выявлено 90 случаев. Необходимо обратить внимание на осложнившуюся ситуацию в Алданском и Мегино-Кангаласском районе, в которых зарегистрированы случаи, которые связаны с коллективными заражениями в интернате для проживания школьников в Мегино-Кангаласском Улусе и в социальном учреждении в поселке Илмах Алданского района. Также необходимо обратить внимание, что высокое количество случаев относительно жителей остается в Мирнинском районе, в Нирингринском районе. Всего зарегистрированных случаев у нас зарегистрировано в 27 районах республики. И, соответственно, органы здравоохранения и Роспотребнадзора работают как над выявлением контактных лиц, их изолированием в пределах семей, либо в действующих обсерваторах, так и, соответственно, органы здравоохранения работают над тем, чтобы осуществлять лечение. Сегодня непосредственно мы продолжаем работать в пределах наших всех учреждений медицинских организаций, которые у нас есть стационары инфекционные, как в медицинских организациях, так и стационары непосредственно в общежитиях Северо-Восточного федерального университета, в общежитии училища Олимпийского резерва. На настоящий момент оперативных планов по закрытию тех или иных непосредственно стационаров у нас нет. Есть определенные действия по уменьшению количества коек, но тем не менее в этом режиме мы будем продолжать работать. За сутки лабораториями республики проведено 2106 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Вообще в целом в республике обработано за все это время 825 748 тестов. Как вы знаете, с пятницы мы начали работу по вакцинированию медицинских работников. В полном объеме вакцина размаркирована, и на настоящий момент первые медики, соответственно, проходят соответствующую вакцинацию. Через 21 день эти медики пройдут повторное вторую часть вакцинирования, и, соответственно, исходя из тех решений, которые будут приняты на уровне Российской Федерации, мы дальше продолжим вакцинирование медицинских работников, затем социальных работников и далее по тем группам, которые сегодня определяет Министерство здравоохранения России. Спасибо. Это был брифинг регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Далее эфир продолжим выпуском новостей и коротко о главных темах. Капитальный ремонт проспекта Ленина в Якутске начнется со следующего года и завершится в 2023, что изменится в облике центральной улицы города. Третий муниципальный чемпионат WorldSkills Junior завершился в Алекминском районе. Что интересного представили участники? А в Якутске открываются первые елочные базары. Якутлесресурс предлагает законно приобрести живой символ праздника.
Два самолета из Москвы в Якутск направлены на запасной аэродром в Нерюнгри. Об этом сообщили в пресс-службе аэровокзала. Рейсы Як-472 авиакомпании Якутия-Симферополь, Москва, Внуково, Якутск и С-73007 авиакомпании Сибирь и С-7 по маршруту Москва-Домодедово-Якутск направлены в аэропорт Нерюнгри. Прибытие в Якутск обоих рейсов ожидается после 17 часов по местному времени, говорится в сообщении. При этом метеоусловия аэропорта столицы позволяют произвести воздушным судам вылеты. Из Якутска в Батагай вылетел самолет полярных авиалиний. Готовятся к вылету рейсы в Мому, Белую гору, из аэропорта Маган рейсы в Мирный, Жиганск, Соскылах и Алекминск. Гаражи хозяйственных предприятий и частных владельцев в Татинском районе проверили представители пожарной охраны. В ходе профилактических мероприятий жилища в первую очередь обращали внимание на исполнение противопожарных правил. А именно, запрещено хранить и использовать емкости из-под легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, проводить ремонт и покраску авто, осуществлять газо- и электросварочные работы, устанавливать системы отопления, не предусмотренные проектом. В ходе рейда были розданы листовки с правилами. Сотрудники пожчасти призвали граждан быть внимательнее при обращении с отопительными системами и электроустановками. Требования в гаражах, помещение в гаражах должно содержаться в чистоте. Пролитое горючее масло должно засыпано песком, убрано из помещения. Оставлять мототехнику в гаражах при наличии течи горючего масла нельзя. Захламлять гаражи предметами домашнего обихода, сгораемым мусором тоже нельзя. Во время проведения профилактической операции жилища всех граждан республики и своего Татинского улуса призываю соблюдать правила пожарной безопасности в частных домах, в гаражах, в банях. Капитальный ремонт проспекта Ленина в Якутске планируют закончить в 2023 году. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Евгений Григорьев. Протяженность улицы составляет более 2 километров 800 метров. Стоимость проекта около 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Сейчас проходит государственная экспертиза результатов инженерных изысканий. Уже в следующем году планируется начать основные работы. Они включают в себя ремонт проезжей части, прилегающих тротуаров, скверов, объектов, площадей. Также предусматривается отдельная велосипедная дорожка шириной 2 метра. Устройство здесь очень качественно предусматривается. Тротуарные будут с гранитного камня сделаны и полностью от фасада до фасада. Но и сегодня еще обсудили, что необходимо все-таки предусмотреть ремонт фасадов зданий по проспекту Ленина, а также фасадное освещение. Это не входит в данный проект, но мы обговорили с городом, что они этим займутся. Когда мы поймем, во сколько это обходится, мы уже тоже определимся в части финансирования этих работ. Третий муниципальный чемпионат WorldSkills Junior завершился в Алекминском районе. С интересными работами ознакомилась наш корреспондент. 46 учащихся из 10 образовательных учреждений Алекминского района приняли участие в третьем муниципальном чемпионате WorldSkills Juniors. Для участия были определены 7 компетенций. Ребята могли попробовать свои силы по разным направлениям. Впервые была введена компетенция «Медицинский и социальный уход». Медицинский и социальный уход, конечно, скажу сразу, да, очень сложное было конкурсное задание. Мы стараемся не упрощать конкурсные задания, а оставлять их на том уровне, на котором они на России будут представлены, эти конкурсные задания. Единственная участница Вероника Николаева, ученица 10 класса. Направление она выбрала осознанно. Было интересно, да, очень участвовать в роли патронажной сестры. Я выбрала эту компетенцию, потому что я хочу поступить в мединститут в СВФУ. Я пока думала между нейрохирургом и кардиохирургом. Собственно, каждая из компетенций представлена интересно. Допустим, эксперт по кондитерскому делу отметила не только сами работы, но и ребят. Возраст был слишком маленький, 5-6 лет, 7-8 и 8-9 лет. 8-9 лет прям большая разница, была даже 7-8. То есть были девочки, причем улусные, которые делали вот правильно, четко. Было видно, что некоторые дети делают по строго, видать, отрепетированному плану, а были, которые прям общались между собой, то есть были в процессе. Я думаю, что есть талантливые дети.
Возрастные категории не всегда дают прогноз, что именно это направление станет делом жизни. Тем не менее, важно, что участник получает представление, что ему по душе. Мне кажется, что для развития это хорошо, чтобы ребенок понял, интересно ему это или нет. И поэтому я думаю, что в возрасте, наверное, от 13 до 17-16 это вообще актуальные конкурсы. Главная цель чемпионата – дать возможность выбора уже сейчас. Дать школьникам возможность уже сейчас в их возрасте выбрать осознанно профессию, выбрать образовательную траекторию и без проблем найти свое место на рынке труда в будущем. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Во Владивостоке завершился совет при полномочном представителе президента на Дальнем Востоке Юрии Трутневе. Главы регионов съехались в столицу Приморского края, чтобы обсудить важные темы, касающиеся развития макрорегиона. Одной из них стала тема внутреннего туризма и сотрудничества в этом направлении между Приморским краем и Якутией. Приморье является универсальной, уникальной логистической точкой для всего Дальнего Востока. И Приморский край, и наш регион развивают туризм примерно в одном направлении. Оба субъекта делают ставку на гастрономический и этнотуризм. Объединение сил, разработка совместных планов и стратегий могло бы увеличить туристические потоки в обе стороны. Например, Приморский край – это действительно неплохой логистически с точки зрения туристских потоков хаб. Мы могли бы в том числе и поделиться туристскими потоками, которые прибывают к нам сюда. В свою очередь, мы значительно усилим тот турпродукт, который можем предложить вовне. Уважаемые друзья, прилетайте к нам, мы можем показать программу на несколько дней, а из Приморского края вы можете посетить еще несколько регионов Дальнего Востока, в том числе Якутию. Насколько было бы здорово зимой сформировать полноценный совместный пакетный тур. Первые елочные базары открываются в Якутске. Приобрести живой атрибут новогодних праздников можно на базе ГАУ «Якутлесресурс» по улице Кеши Алексеева, 9/1. Как отмечают работники лесничества, в этом году из-за засушливого лета удалось заготовить елей и сосен меньше, чем в прошлом году. Сейчас на базе можно приобрести сосны, заготовленные в окрестностях Якутска, а после 15 декабря в столицу прибудут новогодние елки из Мегино-Кангаласского района. Из-за отсутствия летом дождей сосны и ели, заготовленные к празднику, выглядят не очень презентабельно, но работники лесничества уверяют, при правильном уходе за деревьями уже через пару дней ветки сосен раскроются и деревья станут настоящим украшением домов в празднике. Можно его поставить в ведре с мокрым песком или в воде. Тогда она приживается и начнет, хвоя позеленеет. Она раскрывается, уже начинает расти, поэтому можно нынче поставить. Сейчас кажется, они желтые, но они, если в тепло занести, воду поставить, они хвоя зеленеет. Международный олимпийский комитет в программу летних Олимпийских игр в 2024 году в Париже включил брейк-данс. Кроме того, туда вошли скейтбординг, серфинг и скалолазание. О шансах якутских брейкеров выйти на ринг престижного соревнования рассказал лидер команды Якутск Иван Степанов. По его мнению, нашим спортсменам нужен квалифицированный, опытный, грамотный тренер, который подскажет, на что делать упор и вкладывать силы. Также необходимы сборы и выезды на сторонние чемпионаты. Брейкданс в Якутии активно развивается с середины 2000-х годов. С 2007-го проводится фестиваль The North Battle. Это главное событие якутского брейкинга. 5-й юбилейный фестиваль провели в статусе дальневосточного. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.